Эфир телеканала БСТ продолжит программа «Интервью». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о программе лидерства в медицине и о том, какими качествами должны обладать действующие и будущие управленцы в здравоохранении. И гость эфира Ольга Кобякова, доктор медицинских наук, профессор, директор Центрального научно-исследовательского института организации информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации. Ольга Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Сергеевна, вы прибыли в Уфу, чтобы поучаствовать в модуле программы лидерства в медицине. Расскажите, какие задачи стоят перед этим этапом? Это действительно так, но и прежде всего я немного расскажу про свою программу. Это программа мастерской управления Сенежа, которую мы реализуем совместно, Центральной НИИ организации информатизации здравоохранения, под кураторством, под руководством Минздрава России. И программа направлена на то, чтобы в течение года подготовить топовых управленцев для регионального здравоохранения, ну, если совсем просто сказать, то будущих региональных министров здравоохранения. Я хочу сказать, что отбор на эту программу был очень-очень серьезный, 17 человек на место, как в лучшие вузы страны. Тогда сразу вопрос, тот, который проанонсирован в начале программы, а все-таки какими качествами должны обладать нынешние действующие и будущие управленцы в здравоохранении, причем так, чтобы они были на своем месте и помогали развивать медорганизации? Я немножко издалека начну отвечать. Наш институт очень много занимается подготовкой и развитием управленцев в системе здравоохранения, и нами разработана модель компетенции управленцев здравоохранения, и там сформировано 3 блока компетенции. Я считаю, что это правильно. То есть назвать какое-то одно качество невозможно. Какие это блоки? Первое – это, безусловно, профессиональные знания, знания о медицине, знания о системе здравоохранения Российской Федерации, то есть то, что отличает нас как профессионалов. Это один блок, но этого недостаточно, поскольку просто хороший врач, он тоже владеет этими знаниями. Второй блок – это управленческие компетенции, это умение стратегически мыслить и создавать стратегии, это умение управлять людьми, сработать с людьми, создавать команды, это все, что касается риск-менеджмента, тайм-менеджмента, конфликтологии, умения ведения переговоров и так далее, и так далее. То есть это управленческие компетенции. Вот здесь, безусловно, наша программа в помощь. Почему? Потому что в медицинских вузах, откуда большинство из учащихся данной программы, откуда мы все, этому либо совсем не учат, либо учат очень немного. А управлять нужно уметь. Это отдельное направление деятельности. И третий блок управления здравоохранением, безусловно, должен обладать определенными личными характеристиками, личностными характеристиками, которые можно развить, но по сути они у человека должны быть. Это прежде всего умение нести ответственность и брать на себя ответственность за принятое решение. Этот человек должен любить людей, то есть если ты не любишь людей, то в здравоохранении вообще тебе делать нечего, и в управлении здравоохранения тебе делать нечего тоже. Это быть настойчивым, быть трудолюбивым, стрессоустойчивым, поскольку работа управленца здравоохранения 24/7, без всяких выходных, праздников, отпусков и так далее. То есть все люди, которые работают в здравоохранении, это прекрасно знают. И обо всем этом вы как раз и говорите в своих модулях. Абсолютно так. А бывает такое, что кто-то пришел, послушал и понял, что, например, нет, это не совсем его дорога? На этой программе нет, поскольку, еще раз, у нас критерии отбора очень серьезные, и мы отбираем людей уже с опытом управленца в системе здравоохранения. То есть это не новички, это не вчерашние студенты, это те люди, которые могут и готовы перейти на следующий этап управления. Ольга Сергеевна, стало ли сюрпризом и почему, в общем-то, была республика выбрана в качестве площадки этой программы, проведения этой программы? Расскажу немножко про программу. Она длится чуть менее года. В марте мы начали и подразумевает 4 образовательных модуля, 2 из которых региональных. Почему важно региональные модули? Поскольку на местах, на месте, на земле нужно смотреть, что из себя представляет региональная система здравоохранения, а самое главное знакомиться с теми лучшими практиками, которые на этой земле есть. Первый модуль
открывающий прошел в Красноярске, второй модуль региональный была выбрана Республика Башкортостан, и я благодарна и руководству республики, и Минздраву Республики Башкортостан, поскольку согласились принять такое хлопотное дело. Но почему Башкортостан? У вас действительно есть что посмотреть, есть что показать и есть чему поучиться. Я об этом говорю с уверенностью, потому что в силу специфики работы нашего института мы знакомы и бываем практически во всех регионах нашей страны, и нам есть чем сравнить. Я правильно понимаю, мало того, что здесь участники и слушают действительно наставников, вот, советы, но еще и между собой общаются. Вот этот вопрос обмена опытом, насколько он действительно именно здесь поможет, пригодится. Вот есть какие-то уже примеры, где потом к вам подходили, говорили, что да, на первом модуле там тоже пообщались и что-то новое для себя узнали? Однозначно, да. Это одна из целей программы — создать сообщество. Да, то есть тема сообщества сейчас очень актуальна, и это позволяет людям выстраивать горизонтальные связи. Когда идет общение на уровне равный с равными, и ты всегда можешь обратиться за помощью, за советом, не боясь какой-то реакции. Именно такое сообщество мы создаем среди участников программы. А чем, на ваш взгляд, Башкортостан может поделиться с коллегами из других регионов? Начну тоже немножко издалека. В настоящее время у нас в стране, в Российской Федерации, есть такой проект, его ведет наш институт, он называется «Полезный Оргздрав». Мы собираем лучшие практики организации здравоохранения со всех регионов, их оформляем и позволяем знакомиться всем желающим с этими практиками для того, чтобы внедрять у себя в регионах. Ну, то есть, по сути, мы предлагаем управленцев в различных регионах не изобретать велосипеды, поскольку они уже давно изобретены, брать то, что тебе подходит, адаптировать и внедрять. Так вот, в настоящее время в этом проекте более 130 практик, из них 24 из Республики Башкортостан. Ну, то есть Башкортостану есть что показать. Давайте я приведу только один пример. Это первичное звено здравоохранения. По всей стране идет федеральный проект, это поручение нашего президента, модернизация первичного звена здравоохранения. Государство вкладывает огромные деньги в новые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Но Республика Башкортостан, она пошла далее. И особенность этой программы то, что областные центры, они не входят в эту программу. Так вот, главой Республики Башкирия принято решение, что за счет средств республиканского бюджета также приведены в порядок, отремонтированы, оснащены поликлиники города Уфы. Ну, на мой взгляд, это очень важно, поскольку это лицо, да, и здравоохранения, и города в определенном смысле. А другое тоже с одобрения главы республики в Башкортостане реализуется программа повышения результативности первичного звена здравоохранения. Объясню, что это такое. Федеральный проект, федеральная программа, она направлена на улучшение инфраструктуры, ремонты, новые стройки, оборудование. Это очень важно. Но помимо этого люди от нас хотят изменения процессов оказания медицинской помощи для того, чтобы она стала более удобной, более доступной, более дружелюбной, более комфортной. И вот выстраивание этого процесса сегодня краеугольный камень в системе здравоохранения Российской Федерации. Почему? Потому что оставить в новых стенах все, как было раньше, неправильно. Надо сделать лучше. И вот в Республике Башкортостан действует такая программа повышения результативности первичного звена здравоохранения. Уже можно видеть результаты, с чем мы собираемся познакомиться на программе. Также о шагах вперед, наверное, продолжаем ваш предыдущий ответ. Все-таки о цифровой трансформации много говорят на уровне системы. Но что такое для пациента? Для пациента это электронная медкарта, это сразу доступность анализов, да, мы их видим уже чуть ли не в телефоне. Вот этот вопрос, как сегодня эти цифровые технологии, они влияют на повседневный опыт и пациентов, и медорганизации, усложняют, не усложняют жизнь и пациентам, и медорганизациям? Легче, проще?
Ну, давайте начнем с того, что цифровые технологии, если взять более широко, не только здравоохранение, не только медицину, а нашу жизнь в целом, то они за последние несколько лет изменили нашу жизнь до неузнаваемости. Правильно? Мы не ходим в магазины, мы заказываем, то есть мы бронируем по всему миру все, что считаем нужным, то есть это абсолютно стало нормой. Здравоохранение не является исключением, и появилось много возможностей для пациентов сделать свое общение, свое взаимодействие с системой здравоохранения более удобным и комфортным. Вот вы упомянули анализы в телефоне, но это же тоже абсолютная рутина уже сегодня. Да? Ты можешь посмотреть результаты в своей электронной медицинской карте. И это никакой не секрет. Что тут нужно сказать? Цифровые технологии будут развиваться и уже развиваются. Сегодня в регионах, и Башкортостан, естественно, не является исключением, активно внедряются инструменты, сервисы с искусственным интеллектом. И это тоже уже сегодня не научная фантастика, это абсолютная рутина. Поэтому цифровые технологии направлены, пациент, по сути, не должен понимать, как это работает, он должен видеть, что ему стало удобнее и комфортно. Для врача это дополнительная возможность, как мы говорим, освободить его от административных функций, от бумажной рутины, а сосредоточить его внимание непосредственно на пациентах и его проблемах. А для управленцев, которыми мы являемся и с которыми мы сегодня работаем, это огромный пласт возможностей по аналитике ретроспективной, аналитике предиктивной, то есть в будущее посмотреть, про то, как сформировать управление учреждением, системой в целом таким образом, чтобы это было максимально эффективно, качественно и безопасно для пациентов. Ольга Сергеевна, вы вот уже упомянули, рассказали о плюсах и сильных сторонах Башкортостана, здравоохранения в Башкортостане, да, это первичное звено выделили. А вот что бы еще, может быть, посоветовали, что позволит республике дальше развивать эту систему здравоохранения? Может быть, тоже вот вы общаетесь и в регионах много что подсматриваете, смотрите, на что еще стоит обратить внимание, что еще развивать? Знаете, вот перед приходом к вам я слушала выступление вашего министра Айрата Разифовича Рахматуллина. На мой взгляд, он абсолютно точно и правильно расставил акценты. Он говорит о том и реализует проекты в республиканском здравоохранении таким образом, чтобы максимально учитывать потребности людей. На мой взгляд, развивать нужно туда, развиваться в сторону сервисной составляющей, развиваться в сторону удобства людей. Поскольку, еще раз, какое бы высокотехнологичное оборудование не купили, это очень важно. Какие бы красивые стены ни сделали, если нет взаимодействия должного с людьми, то люди не будут удовлетворены результатами медицинской помощи. Кстати, я хочу сказать о том, что Республика Башкортостан находится в лидерах по стране по уровню удовлетворенности людей медицинской помощи. По результатам июля месяца это 7-е место по стране. Так. Спасибо вам большое, Ольга Сергеевна, что вы пришли в нашу студию, были нашим гостем. Это была программа «Интервью». Я напомню, мы разговаривали на тему программы «Лидерство в медицине». Спасибо, что были с нами, и оставайтесь на телеканале БСТ.